Всем привет! Сегодня мы находимся в цветочной мастерской Everglow. И говорить мы будем сегодня о цветах. В частности, мы вам покажем сегодня, как можно создать потрясающую композицию с помощью комнатных растений. Подробнее об этом нам расскажет специалист. Это фитодизайнер Ирина. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. И еще раз напоминаем вам о том, что Ирина у нас работает в очень интересной сфере. Это фитодизайн. Озеленение пространств. Да, и это очень интересная профессия, поэтому здесь, конечно, очень много всего интересного, нюансов, и поэтому не первый раз приходим к Ирине. И сегодня мы будем делать что? Сегодня мы будем делать композицию из прекрасных луковичных растений. Как раз его можно будет оставить у себя, либо подарить своим подругам, друзьям. Так, хорошо. Для начала обратите внимание, дорогие друзья, это настоящие растения. Да. Это не пластик. Хотя визуально, может, для кого-то покажется, что это вот совершенно неживые цветы. На самом деле все это вот цветет. Это же цветение или нет? Да, это цветение. Как раз вот это мускарий сорт. И вот прекрасные колокольчики. Как раз это относится растения к первоцветам, к предвестники весны, так же, как и остальные луковичные, которые здесь представлены. Очень ароматные. Очень ароматные. Хорошо. Перед тем вообще, как создавать те или иные композиции, на что нужно обращать внимание? Не все же растения могут друг с другом соседствовать. Да, совершенно верно. Для композиции нужно подбирать растения с одинаковым, со схожими условиями ухода. Например, можно составлять композиции из суккулентов, либо отдельно из кактусов. Но сегодня я сделаю композицию из кактусов и суккулентов. Не нужно часто поливать, и, в принципе, они не очень прихотливы. Хорошо, ну, допустим, зрители наши пересматривать будут наш эфир, да, и, значит, такие думают, значит, я тоже могу сделать суккуленты взять, кактусы взять. В принципе, их можно найти в городе, это несложно, это не какие-то очень редкие растения, верно, экзотические. Ну, и следующий вопрос возникает. Хорошо, нашла я их, причем можно найти даже вот такие маленькие, да? Вот такие маленькие кактусят можно найти. Да, такую хавортию можно купить. Это либо, алоэ, допустим, да? Это хавортия, это суккулент, это не алоэ. То есть она тоже похожа похожа на алоэ, но из того же семейства. Можно взять черенки, допустим, опять же, там, от своих же растений, которые слишком вытянулись, либо там нужно омолодить. Далее что мы делаем? Нам необходимо сначала определиться с емкостью, во что мы будем высаживать. Так как растения низкорослые, сегодня буду высаживать в керамику, в керамическое кашпо. И, в принципе, как бы и по объему, и по, допустим, сочетанию цветов, там терракота зеленым очень классно смотрится. Да. Если вдруг, допустим, не было бы такого кашпо, а вот дома на полке стоят после каких-то других цветов оставшиеся горшки, это же мы любим все вот давать вторую жизнь, да? У нас есть пластик, железо и керамика. Разницу вообще? Я, наверное, сначала хочу рассказать про частую ошибку, которая встречается у всех. Когда мы покупаем растение, мы его пересаживаем. И мы его пересаживаем горшок, в огромный горшок на вырост. Растение стоит долгое время и стоит и со временем умирает. А почему так случается? Да. Потому что как раз опять же не учтены особенности. Например, у суккулентов и у кактусов корни поверхностные, а некоторые растения имеют мощную корневую систему, для них как раз подходят глубокие емкости. В чем же разница между пластиком и между терракотой? В принципе, никакой разницы нет, но за маленьким исключением. Так как терракота это из глины он сделан, соответственно, материал пористый. И в терракоту можно высаживать, если ты любишь очень часто поливать растения, так как влага будет быстро испаряться. А из пластиковых горшков влага не испаряется. Все может сгнить, поэтому нужно знать меру. Также очень частая ошибка. Если обратить внимание, здесь нет дренажных отверстий, а здесь оно есть, хотя одно. Так вот, это горшок, а это кашпо. То есть кашпо – декоративный элемент интерьера, куда мы обычно ставим растения в горшке. Дорогие телезрители, это не горшок, потому что здесь нет дырочек. Это лишь для красоты. Это как вазочка практически, Совершенно верно. А люди-то думают, что это горшочек для
цветов посадите, и все у вас, соответственно, пропадет. Начинают поливать бесконечно, а так как отверстий нет и в воде некуда уходить, получается, что вода застаивается и начинает процесс гниения, и растения мы уже теряем, к сожалению. По размеру, вот вы же сказали, допустим, нельзя вот брать вот такое маленькое и садить вот в такое большое, да? То есть, вот, а если такого размера, вот этот горшок подойдет или тоже многовато? Здесь для того, чтобы как правильно выбрать горшок, нам нужно ориентироваться не на зеленую массу, а именно на корневую систему. В некоторых магазинах разрешают, то есть мы вытаскиваем растения. Можно даже просить об этом, да? Да. И как раз мы смотрим, какого объема корневая система. И, соответственно, новый горшок мы подбираем либо такого же размера, допустим, так как он еще подходит, либо на пару сантиметров больше. Ни в коем случае нельзя сажать такое маленькое растение меньшего объема в большое. Не дождемся, пока оно вырастет, оно просто умрет. Да, всем клиентам говорю, привожу пример. Мы же детишкам своим покупаем обувь по ножке, то есть не сразу там 40-го размера малышам, а именно как бы по меру роста ножки. То есть, соответственно, также и с растениями. То есть, когда корни уже начинают полностью оплетают земляной корм, вот здесь как раз видно, то есть очень много корней, и как раз уже пришло время пересаживать. То есть мы его пересаживаем, например, допустим, этот объем для него подойдет. Подойдет. Вот этот большеват, а вот это подойдет. В принципе, да. Хорошо. Ну а сейчас мы перейдем уже к нашей практической части. Мы будем создавать красивую композицию. Итак, Ирина, приступаем уже непосредственно к самому приятному, да, созданию чего-то нового и уникального, а самое главное, эксклюзивного. Да? То есть то, что мы создадим сейчас, повторить уже навряд ли будет сложно один в один, потому что растения разные, размер растений разные, но вот посмотреть, как все это делается, мы можем. Кашпо выбрали. Кашпо мы выбрали низкое, потому что растения у нас маленькие. Для пересадки нам потребуются, конечно же, компоненты, так как мы знаем, что суккуленты и кактусы произрастают в тропиках и субтропиках, нам нужно подобрать соответствующий грунт. То есть мы его не сажаем в огородную земельку, мы его не сажаем. Забудьте про это, да? Мы их не сажаем в грунты готовые, которые продаются в магазинах, которые называются там для кактусов, для суккулентов. Желательно разбавить, потому что так как они в живой природе растут именно в рыхлой почве, нам необходимо составить грунт максимально приближенный к естественному. Мы берем пеностекло, лава керамическая с крошкой и диатомит. Странные названия, да, в общем, так сразу ты и не запомнишь, если не знаком, да, с этой темой, но, в принципе, это все разрыхлители. Это все разрыхлители, то есть чем больше для кактусов, для суккулентов, ну и для большинства ароидных, необходимо, чтобы разрыхлителей было там, процентов на 50 в горшке. То есть 50% это как раз грунт, ну и половина это вот разного рода разрыхлители. Для чего они нужны? Во-первых, все они у нас натурального происхождения. Это вулканическая лава и керамзит, это диатомит, тоже органического происхождения, и пеностекло, несмотря на странное название, это продукт натурального происхождения, тоже его производят из вспученного стекла, которое образовывается после извержения вулканов. Вот так, да? Так, хорошо, вот интересные вещи взяли, ну, наверное, их тоже сегодня можно приобрести легко достаточно, да, в магазинах, и навряд ли они стоят очень дорого. Совершенно верно. Бюджетно. То есть они доступны, то есть можно как и в Якутске купить, так и на любых маркетплейсах. Хорошо, дальше. Так, берем горшочек с дренажными отверстиями для того, чтобы вода уходила в будущем. Нам необходимо сначала сделать подложку. Как раз вот вместо пеностекла можно, если его нет, можно взять обычный мелкий керамзит. Дальше здесь у меня земля обычная. То есть мы сейчас как раз... Но она необычная, она тоже с чем-то. Да, здесь немножко есть как раз вот диатомита и вулканической лавы, и есть немножко кокосовых хлопьев.
опять же, эти компоненты, они помогают сделать почву Почву рыхлой. Так как это кактусы, мы добавляем Ой, больше, так много. да, мы добавляем больше разрыхлителей. Вот сейчас, если посмотреть, это вот 50 на 50 как Да, раз это таки. 50 на Такое 50. ощущение, что в этой смеси почвы нет, понимаете? Такое же, как будто бы мы вообще сделали что-то невероятное и Дарья, скажи, похоже на мусор? похоже на мусор. Действительно, вот просто мусор мусором, но на самом деле, где там растению-то корни пустить? Все в камушках и в камушках. А как раз вот они у нас в живой природе растут в таких местах. И как раз частая ошибка, что большинство из нас сажают их в огородную земельку, ну как бы, а так как со временем почва, чернозем, он слеживается, он не дает... Как камень он- становится. Да, он становится как камень. Порой даже бывает, что там встречала у людей растения, как будто в бетоне стоит. Да. Ну, потому что вот земля не рыхлая, воздух не проходит, корням не с чего потреблять воздух, не происходит вот процесс обмена кислородом, и, соответственно, оно начинает у нас болеть и умирать. Да. Итак, ну у нас здесь все хорошо. У нас здесь все хорошо. Так, теперь мы засыпаем наш красивый субстрат. И сейчас нам необходимо будет понять, как это все высадить. Вот здесь начинается все самое интересное, да? Основа есть, теперь вся красота начинается, да? Да, сейчас как раз мы начинаем создавать красоту, композицию. Нам необходимо определиться с центральным растением. В этом случае у нас обычная сансевиерия, называют ее тещин язык, Еще щучий хвост и так далее. То есть это сорт сансевиерия хани, она низкорослая, то есть максимум, допустим, вот она вырастает до такого размера. Корни, как я уже говорила, у них поверхностные, то есть они не будут уходить вглубь, то есть они будут разрастаться вширь. Берем, выкапываем луночку и аккуратно... В эти камушки. Она эти тоже любит камушки, да? Да. Они как раз такие растения, они не любят плотный грунт, им очень хорошо живется в таких рыхлых местах. Потом мы укрепим. Вот, оно даже не держится Да, в этих оно камушках, пока не да? держится, то есть так как корневая еще у нас свободная, они пока еще не прицепились к камням. Вроде бы достаточно, но... Это такой самый крупный элемент, да? у Да, нас это будет? крупный элемент, то есть мы сейчас его будем разбавлять. Так, у нас тут кактусы, Различных размеров. И Кактус. от мала до велика. мало да велика. Так, возьмем хавортию, как раз я хочу ее посадить, освобождаем от излишков старого грунта. Как раз он тут полит. Очень аккуратно, для того, чтобы не повредить корни. Ну, такая большая корневая система, несмотря на то, что такое маленькое растение, да? Это, да, после полива почва уплотнилась, а на самом деле корней совсем мало. Вот. Вот у нас корни мы видим уже, да? Да, корешки есть, и сейчас нам нужно будет подсадить. Тут уже как бы на свое усмотрение. Можно рядом, можно напротив. рядом, можно напротив. И также вот, засыпали корни. Хорошо, процесс уже практически, можно сказать, завершен. Решили подбавить немножко. Да, добавим земли и добавим еще сейчас поставим кактусы. Так, с кактусами осторожно, так как они у нас очень опасные для здоровья. Берем пинцет. В принципе, наверное, хочется поставить здесь кактусы небольшого размера. Такие забавные у них корни. Да, вот в разные стороны, да, так? То есть, опять же, пальчиком разрыхлили. Можно сначала их поставить, можно уколоться, поэтому... Здесь такой творческий процесс уже пошел. Так как кактусы растут медленно, их можно посадить прямо кучкой, и они не очень сильно вытягиваются. То есть такое семейство. Да, семеечку подсадим, допустим, это будет родить. А это примерно какого возраста кактусики? Так, Ну, плюс-минус.
им где-то, наверное, около полугода. Всего То лишь? есть, да, в конце лета они начали появляться на материнском растении, и вот за зиму они выросли до такого размера. Мгм. Эти у меня появились недавно, Совсем маленькие, совсем маленькие, вот буквально перед Новым годом. да? Их тоже надо садить? Да, мы их... Мне такое ощущение, что они не выживут среди этих камней. У них всего лишь один корешок, но А мы их не будем заглублять. как же они зацепятся-то за... А сейчас со временем мы будем их поливать, будем подкармливать, и как раз начнется процесс Хватки, да, этой? хватки, произрастания новых корней. В принципе, как-то так. Мгм. Если не нравится, что остались какие-то пустые места, можно взять камни и подсадить их. Есть же выражение «время собирать камни». Я вот люблю собирать камни. Куда У бы вас ни- такая шкатулочка, да? Куда бы ни поехала, всегда хожу, подбираю их. То есть это уже момент декора, но Да, все равно это- функционал есть какой-то. Как раз, допустим, если растение стоит криво, можно подложить для того, чтобы Выпрямить его. выпрямить его. И со временем, например, либо оставить, либо их забрать. Все, и никакой дополнительной почвы, грунта нам Ничего, не надо. ничего не нужно. Всё. То есть нам нужно будет полить нашим любимым HB101 для того, чтобы они пережили этот стресс пересадочный и дали новые корни. Ирина, и сколько подобная композиция может простоять вот без каких-либо там, значит, пересадок, дополнительных каких-то моментов? Вот сделали, и сколько радовать будет глаз в этом кашпо? А здесь уже нужно будет обратить внимание на темпы роста растений. Допустим, если сансевьере со временем она может вытянуться, можно, если она сильно вытянулась и уже портит внешний вид композиции, можно ее заменить на более низкой. Низкое растение. А кактусы, как я уже говорила, достаточно долго растут, поэтому кактусы и хаворти, они по размерам сильно не изменятся со временем. Мгм. Поэтому только отслеживаем То есть годами, можно сказать. годами, да, совершенно верно. Поставил, сделал и годами. Да, ну и не забываем поливать. То есть, несмотря вот одна из частых ошибок, все мы знаем, что кактусы очень редко, нужно поливать. Из крайности в крайность уходить не нужно. То есть в любом случае там раз в месяц, там раз в 2 месяца, 2 раза в месяц нужно их поливать. Все, конечно, зависит от микроклимата. Если в помещении очень жарко, очень сухо, вода будет сильнее испаряться, тем более в таком грунте. Поэтому можно пальцем проверять влажность внизу и, соответственно, подливать. Итак, композиция из суккулентов у нас готова. Сейчас мы сделаем еще один шедевр, Да. но уже с нашими луковичными растениями. И сейчас мы будем делать красоту, то есть ароматные Да. скари. Ну, мне уже красиво, даже вот в пластиковом контейнере, мне кажется, это уже очень визуально, просто радует глаз. Но надо бы еще добавить красоты. Да, нужно добавить красоту, потому что мы посадим их в такое красивое кашпо. То есть, в принципе, и весна, птички прилетают, и цветочки расцветают. Да, как раз можно подарить как мини-комплимент, и так как растение оно небольшое, оно не будет вытягиваться, данного объема достаточно. Можно, конечно же, посадить в круглую плашечку побольше, украсить тоже, задекорировать, и то есть тут уже опять же на свое усмотрение, на свой вкус. А по мне так, если вот оно такое маленьким и останется миниатюрным, миниатюрное растение, миниатюрное кашпо, все логично. Да, да. Так, хорошо. Что нам опять потребуется? Нам потребуется дренаж, то есть мы засыпаем. А почти 1/3 Да, засыпали? почти 1/3 луковиц. А что здесь может пойти не так? Можно Повредить? повредить корни, поэтому Ювелирная работа ювелирная начинается. работа. Так, Ирина, аккуратненько. А они вот так приходят с семьями, да, вот такая коробочка? Или это Приходят они в луковичках. в луковицах, и здесь вырастают? вырастают. А вот это растению сколько по времени? Сколько ему лет? Так. Месяцев?
Полгода, год. Красоту такую, когда можно с луковицы увидеть? Так как оно стоит в холодильнике, хранится, оно в спящем режиме, и оно не так сильно разрастается. А после покупки мы принесем домой, и в теплоте за пару часов оно уже полностью распустится. Да вы что? Также с любыми, допустим, тюльпанами, Да, которые да. сейчас будут у нас в продаже, появились гиацинты, нарциссы. Поэтому так красота, к сожалению, у них очень скоротечна. А вот это отцветет и все? Да, это отцветет. Луковицу можно будет оставить, сохранить до следующей весны, то есть упаковать в бумагу и положить в нижний отсек холодильника, например. Опять в холодильнике? Да. Только храним в холодильнике? Да. Потом достаем вот. Аккуратно достаем. Все корни уже переплелись, да? Корни переплелись. Один. Нам, наверное, достаточно будет 3. Смотрите, у этого растения луковица в разы больше, чем сам цветочек. Но он не один, из него еще вот выходит второй цветочек. Да. То есть из одной луковицы может быть несколько, да? Может. Ну а ароматы просто не передает, конечно, камера. Вроде бы маленький цветочек, но такие прям очень Представь, если приятные там ароматы. поставишь его в квартире, будет расходиться. Прям. Да. Итак, 3 Так, маленьких, симпатичных. примерочка. В принципе, да. 3. Им не туговато будет? Нет. Отлично. Дальше берем немножко грунта нашего. То есть, что суккуленты, что луковичное растение, в принципе, вот этот чудо наша смесь подойдет. Да, универсальный грунт, он подходит для всех растений. Так, аккуратно высаживаем, то есть смотри, какие корни. Аккуратно высаживаем их. Так, немножко присыпем. Как раз инструментов сейчас очень много. То есть обрати внимание. Да, какая маленькая лопаточка, лопатка. Я бы, наверное, взяла что-то типа столовой ложки. да. Ну, а почему бы и нет? Столовую чайную ложку, если ничего нет. Для тех людей, кто занимается с любовью, для них даже вот эти мини-лопаточки – это такое эстетическое удовольствие Да, да. некое. И с ними как раз удобно работать с такими маленькими композициями. Так, потом, самое интересное, начинаем трамбовать, то есть мы можем постучать для того, чтобы уплотнить землю, либо стучим по стенкам для пересадок с любых растений. То есть когда мы положили грунт, поставили растение, а для того, чтобы утрамбовать, нам не нужно очень сильно, да, как бы уплотнять, то есть достаточно постучать несколько раз о поверхность и по стенкам. Ирина, а луковицы так и должны быть на поверхности? То есть мы их не утрамбовываем туда прям? Мы их не закапываем. Так, еще немножко присыпем. Это как раз вот основной принцип работы с луковичными. Любые луковичные требуют для того, требуется, чтобы верх был виден. Так, дальше. Сейчас уже будем создавать красоту. Понюхай. Пахнет лесом. А какая-то нежнятина. Это все живое же? Это живой мох. Кстати, сейчас можно купить его везде, но я собираю его осенью в окрестностях Якутска. В смысле, это якутский мох? Да. А как же вы его сохранили до весны? Хранится в холодильнике. То есть осенью, когда все идут собирать грибы, ягоды, я хожу, собираю мох. Руками вытаскиваем и в пакет увлажняем, и я храню его в морозилке. В морозильнике? В морозильнике. И он переживает? Он переживает, и потом, когда мы его вытаскиваем, то есть он начинает расти по новой. Ирина, боюсь представить, наверное, у вас в морозильнике мясо-то не найдете, у вас все там вот в растениях. То есть на нижней полке у вас луковичные растения хранятся, в морозильнике у вас мох. То есть холодильник у вас совершенно для других, так сказать. Да. Цели, да, и использования. Отлично. Это якутский мох. Это наш обычный. А вот смотрите, он отличается. Вот здесь вот он какой-то... Да, это разные сорта, то есть мы как бы... Обычно, если ходим, то мы видим, зеленая пушистая масса. Да. На самом деле, как бы видов очень много в Якутске произрастает. Плюс еще, допустим, мох ягель встречается, беленький, да, такой. Да. Мох является отличным антисептиком для растений. В мху, кстати, можно укоренять черенки растений, либо, допустим, любое маленькое новое растение на примере. Они дружат? Они дружат.
Так как он еще влагу удерживает, то есть мы берем стаканчик, например, небольшой, кладем туда мох и ставим растение. Так как мох хорошо удерживает влагу, то есть мы его увлажнили, надели сверху пакетик, создали такую мини-тепличку и поставили. Тем самым растение быстрее пустит корни и начнет расти. Берем на заметку, дорогие друзьья. Итак, ну, собственно, в нашем случае это более... Это будет декоративный элемент. То есть вы вот так вот его... Как раз присоединиться к этому удивительному процессу. Вы знаете, вот соприкоснуться, так сказать, с прекрасным, да, с чем-то. Итак, вот это уже много, да? Да, нужно будет прядками надо, прядочками, кусочками такими маленькими. И тоже, и все должно быть на поверхности, да? Да, все на поверхности. То есть, во-первых, это и красиво, а во-вторых, мох будет удерживать влагу и не даст нашим луковицам высохнуть. Так приятно вот ощущать, даже вот просто тактильно. Пахнет летом. Пахнет летом, и вы знаете, вот, ну, навряд ли бы пришла идея в лесу сидеть и ковыряться в корнях мха, да, а здесь это действительно приносит такое некое медитативное, такой медитативный эффект, такая прям умиротворение. Кстати, да, вот я когда пришла в фитодизайн, то есть обычно же говорят, покопаешься в земельке, там протрешь листья, растения от пыли, ну это тоже медитация. Уход за подобным растением, что мы делаем? Сейчас мы его будем периодически увлажнять, поливать, и больше ничего не нужно. Со временем, когда цветоносы отрастут, высохнут, можно будет луковицы вытащить. Если захочется дальше продолжаться растениеводством, луковицы можно сохранить до следующей весны и с февраля следующего года начинать выгонять новые цветы. Вот так вот. Все прекрасное, это, конечно, все какое-то удивительное. И порой вот, да, смотришь на растение и совершенно не задумываешься о том, что за уходом стоит огромнейшая кропотливая работа. И даже создав вот такую маленькую композицию, здесь вложена не только душа, но еще и знания должны быть в любом случае, да, так еще и, знаете, наверное, какое-то вот творческое вдохновение. Это все-таки творческий процесс создания подобных композиций. Ирина, спасибо большое. Дорогие телезрители, мы поздравляем вас всех с весенними праздниками. Творите, создавайте красоту вокруг себя. И если в этом вам помогут комнатные растения и наши выпуски программы, то мы будем очень рады. Увидимся, до новых встреч, всего доброго. Всего доброго.